разных людей, какое качество они прежде всего ценят у авиаторов. Ответы были разные, но в итоге на первом месте оказалось мастерство. Нам довелось быть свидетелями уникальной операции, которую провел в городе Якутске экипаж тюменских вертолетчиков во главе с Николаем Николаевичем Бабинцевым. Мы знали, что за плечами у Бабинцева много сложнейших монтажных работ и в нашей стране, и за рубежом. Но такую работу Николай Николаевич все-таки делал впервые. Более того, ему, первому в мире, предстояло смонтировать телевизионную вышку на вечной мерзлоте, да еще в самом центре большого города. Даже смотреть на эту работу было жутковато. Хотя мы уже привыкли видеть, как большие вертолеты несут на внешней подвеске разнообразные конструкции. Но когда это происходит над густонаселенными кварталами... Пять дней город жил, словно затаив дыхание. 14 раз все замирало. Летающий кран Ми-10К медленно по маршруту, определенному специальной комиссией, проносил очередную многотонную секцию, и начиналась ювелирная работа. Право же, это не проще стыковки в космосе. Только там успех. Прежде всего результат конструкторской мысли и работы сверхтонкой автоматики. Здесь результат опыта и мастерства. Пять дней вместо 3 месяцев, положенных для обычных земных методов сборки. 230 тысяч рублей экономии. Цена мастерства. Глядя на эту работу, один скептик сказал: много ли таких, как Бабинцев? Была бы хороша техника, а там и ремесла достаточно. Нет, одного ремесла мало. Спросите у врачей, которые работают в санитарной авиации.